Конференцию на правах одного из старших и опытных коллег открывает профессор-нейрохирург Владимир Крылов. В своем приветственном слове он отмечает колоссальную работу, проделанную за последнее время в республике в области нейрохирургии. Квалифицированные специалисты, техническое оснащение, по мнению выдающегося врача страны, в нашем регионе на хорошем уровне. Вы купили Leica 720, как вы там демонстрируете, что вы купили высокооборотное белье. Кстати, я для отделения, для республики на фирме с Медтроником договорился. Они вам дают 70% скидку. Купите им еще высокооборотное белье. Все, договорились, куплю, даю слово. Помимо похвалы, руководителю регионального Минздрава преподносит сегодня в подарок еще и книгу об истории развития нейрохирургии. Вы помнили, что мы такие есть нейрохирурги, и благодаря организаторам нейрохирургии мы еще успеваем делать какие-то чудеса. Визит московских врачей в Ингушетию не первый и далеко не последний. Планируется, что ингушские коллеги будут ездить в московские институты для повышения квалификации, а в регион будут приезжать медики из разных мединститутов страны внедрить новые хирургические технологии. Есть все возможности, есть все удобства на сегодняшний день у нас для проведения любого вида работ, оказания помощи населению, повышение квалификации, образованию, самообразованию. И при помощи поддержки главы республики мы, конечно, этим пользуемся, все это поддерживаем. И я думаю, что будем только наращивать темпы в этом направлении. Если мы сюда приехали в этом году, это уже наш второй визит в отделение нейрохирургии, в больницу, в региональный сосудистый центр. В дальнейшем мы хотим заключить договор между Министерством здравоохранения Республики Ингушетия и нашим университетом для того, чтобы мы могли оказывать помощь в внедрении новых хирургических технологий не только для нейрохирургов, но и в других областях хирургии. Это касается и сосудистой хирургии, и ортопедии, и челюстно-лицевой хирургии, урологии, ну и так далее, и так далее. Ну а с нейрохирургами у нас сложились очень добрые отношения, я думаю, мы будем встречаться чаще. Хирургия опухолей хиазмально-силярной области, хирургия тяжелой спинномозговой травмы. В выборе темы доклада участников никто не ограничивал. Единственное условие – ее актуальность. Инициатор проведения конференции – главный нейрохирург республики Умар Газгиреев, по мнению которого обмен опытом и короткий курс повышения квалификации – это не все возможности для участников встречи. Создаются новые объекты здравоохранения, перинатальный центр, детская больница, онкологический диспансер, немало. Заметное место в этом занимает наше нейрохирургическое отделение, которое было открыто 9 сентября 2016 года. С открытием отделения к нам в гости приезжала делегация из Москвы во главе с главным нейрохирургом Российской Федерации Крыловым Владимиром Викторовичем. Когда было согласовано, чтобы сделать такую конференцию на территории Северного Кавказа, а потом мы попросили, чтобы мы сделали ее на территории Республики Ингушетия. Хирургия нетравматических внутричерепных кровоизлияний, по мнению докладчика Владимира Крылова, для всей нашей страны большая беда. По данным Минздрава России, в прошлом году статистика заболеваний с острым нарушением головного кровообращения составила более 500 случаев. Больше 100 человек умерло в результате инсульта. Эта вся группа пациентов составляет примерно 13-14 тысяч пациентов, которые нужно оперировать по всей Российской Федерации из расчета на 146 миллионов населения. В прошлом году у нас достигнуты, в общем, высокие показатели благодаря открытию и внедрению в практику сосудистых региональных центров. Их у нас 128, практически во всех открытых нейрохирургических отделениях созданы условия для проведения очень серьезных операций с использованием и микроскопов, и систем нейронавигации, эндоваскулярных методов лечения. После каждого доклада, как правило, поток вопросов. Однако участники успевают провести небольшую проверочную работу и с остальными нейрохирургами. Конференция нейрохирургов Северного Кавказа продлилась несколько часов. Участникам есть что обсудить, о чем поспорить, чему друг у друга научиться. Отныне подобные встречи станут традиционными, отмечают в региональном Минздраве. От специалистов-медиков каждого направления требуется ежедневное повышение своих знаний, ведь именно от них напрямую зависят жизни пациентов. Идир Манкиева, Мэрибек Миржоев, Новости 24.